на то, что денег у Евросоюза для помощи Украине нет и не предвидится. Евросоюз сам находится в глубоком экономическом кризисе. Мы об этом уже не раз говорили и даже приводили примеры Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Венгрии и Болгарии, которые после вступления в Евросоюз не то что не стали жить лучше, а наоборот скатились в еще большую экономическую яму. Журналист из Софии Мартин Борисов рассказал нам, что в свое время он тоже был сторонником евроинтеграции Болгарии. Он надеялся на то, что после вступления его страны в Евросоюз качество жизни болгар повысится, коррупция уменьшится, страна откроет для себя много новых рынков сбыта и будет быстрее развиваться. Однако получилось все с точностью да наоборот. Потому что я считал, что когда вступим в Евросоюз, так зарплата повышается, конечно. Это так говорили, все будет изравняется, как в Евросоюз, все зарплаты будут одинаковые. И я надеялся, что будем получать хорошие деньги. А на другое, что надеялся, мафия не будет у нас, не будет коррупция, там не будет врод политики, вот, мошенники не будут, потому что в Евросоюз нет терпения к такие люди. Преступность надо поменьшивать все. Но вот еще 7 лет после вступления в Евросоюз ничего не изменилось. Потому что оказалось, что мафия побольшала, стала покрупнее. Вот деньги не повысились, зарплата не повышается, только цены повышаются. Почему? Потому что в Евросоюз сказали, что не надо демпинг есть. Понимаете? Значит, если у нас дешевле помидоры, там перец болгарский, так не надо будет конкуренция например, на французские, немецкие, так надо изравняться цены. И поэтому они сказали, что цены надо будут одинаковые. А зарплаты они сказали, ну, это базарный рынок. Вы говорите с ваш начальник, там повышает зарплаты, это мы не относимся к этому. И поэтому получилось так, что цены повышаются там через 2-3 месяца, а зарплаты останутся вот такие, как и были. И безработица стала еще больше, потому что я считал, что, например, много западные компании, там, фирмы откроют у нас офисы, будут рабочие места. Например, надеялся, что вот компании как Mercedes, там, BMW, немецкие автомобили, машины будут сделаны у нас в Болгарии, потому что здесь дешево рабочая сила. Дешево там были вот, электричество, налоги. И компании будут к нам приходить, как в Китае, например. Все равно мы будем, как Китай, в Евросоюз. Понимаете? И я надеялся, что да, можно будет чуть-чуть поменьше зарплата, но ладно, но будет работа, все равно будет работа. Оказалось, обаче, что это совсем не так. Вот 7 лет никто не пришел к нам дает работу, а наоборот стало. Люди убежали за границу, вот такие молодые люди, специалисты, убежали все за границу, а у нас устало еще даже и при этом случае, когда поменьшивается население, еще и работа не будет. Средняя пенсия около, даже меньше 200, да. А зарплаты около 200-250. И мы думали так, что наши помидоры лучше, чем французские, чем немецкие, чем голландские, которые там в парнике делают. Болгарский перец, вы знаете, даже и так называется у вас болгарский перец.
Но ничто такое не получилось. Сейчас у нас рынок здесь был рядом Kaufland, вообще такие западные вериги магазины, которые принес от Запад вот, продукты. Даже получилось так, что на обычный рынок, там, где люди продают, я однажды ходил там на рынок, хотел покупить помидоры. И везде пишет турецкие, македонские. Я на одной человек сказал, почему вот мне надоело это турецкие помидоры. Он сказал, а кто сейчас работает помидоры? Ты сошел с ума ли, что ли? Мне сказал, мне выгодно, иду с машину до Турцию, покупаю там дешево и продаю тебе дорого. Вот такой бизнес. И я не занимаюсь с вот этой помидорой, там поливаю, копаю и все. Да, и вот так много делают. И поэтому у нас сейчас все, даже болгарский перец, принесли от Турции, от Македонии, от Греции, везде. Даже вот это летом, когда были на вот это Флидо, там черешня. Оказалось, что это и черешня от ЮАР, Африка. От Африка там пустыня, знаете. Они попробовали, они такой вкус, как, например, пластмассовый, как резина. Такой вкус. А вот это рядом до нами, на 2 километра до Софии, есть такой сад с черешней. Много черешни там. На дерево, можно поднимешься на дерево и берешь, там померят тебе и продают, или вот покупаешь. И мы пошли там, покупаем хорошие черешни. И спросил людей, почему вы не продаете в Лидле, там 3 километра рядом Лидл, на 3 километра отсюда, а принес черешни из Африки на 3000 километров. Они сказали, ну, у нас нет такое разрешение, потому что надо там поливаем вот это. Много такие стандарты, которые мы не можем выполнять, и поэтому они принесут в рынок. И так что это логично, если подумаем, значит это логично, потому что в Евросоюз не хотят они болгарские черешни, не хотят болгарские помидоры. Потому что мы не надо делаем конкуренцию на голландские, на немецкие, на французские. Там французы сказали, что они хотят монополисты сделают. Они монопол сделают на такой фрукты там и такие помидоры, огурцы и все. Там хотят, а мы надо покупаем отсюда, от Франции и от Голландии. Потому что не надо конкуренция на них. И вот это точно получится и с Украиной. Вот Европа смотрят на Украину, как вы смотрите на Европу, то есть как большой рынок. Потому что 50 миллионов, там 45 миллионов, это не мало, это большой рынок за Евросоюз.